Здравствуйте! В эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Юлия Апел. Сегодня в программе. Украинская летчица Надежда Савченко на слушаниях по ее делу заявила: «Виновной себя не признаю, все, что там написано, вранье». Сторонники блокады Приднестровья начали предупредительные акции на границе с Украиной. Бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт о возможности сотрудничества США и России в разрешении миграционного кризиса. Мы начинаем с новостей из Праги. Шахида, вам слово. Спасибо, Юля. Все события дня в программе «Настоящее время» из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Донецкий горсуд Ростовской области в очередной раз отклонил ходатайство защиты украинской военнослужащей Надежды Савченко о возвращении ее дела в прокуратуру. Украинская летчица находится под стражей в России с июля 2014 года. За происходящим наблюдает наш корреспондент Елена Романова. Сегодня здесь, в Донецке, Ростовской области, проходит первое открытое заседание по делу украинской летчицы Надежды Савченко. На освещательное мероприятие съехалось несколько десятков СМИ, включая иностранных журналистов. Все они сейчас находятся в здании суда. К сожалению, в сам зал заседания пройти удалось не всем. И большую часть заседания журналисты смотрят в соседнем помещении по видеотрансляции. Адвокаты потребовали, чтобы дело было отправлено на доследование. По их мнению, и в деле совершенно незаконно не указан тот факт, что во время военных действий, в которых принимала участие военнослужащая Надежда Савченко, погибло 10 украинских граждан с оружием в руках. То есть адвокаты настаивают на том, что Надежда Савченко не имеет отношения, не причастна к убийству мирных граждан. Все, что написано, брехня. Не вызнаю все, что написано, вранье. Понятно. По всем трем эпизодам? Звичайно, по всех трех. Естественно, по всем трем. Надежде Савченко предъявили обвинение по статье 105. Это умышленное убийство двух и более лиц особо опасным способом по мотивам вражды к определенной социальной группе. Под социальной группой подразумевается жители Донбасса и Луганска. Корреспонденты «Радио Свобода» провели опрос на улице города, где проходит судебный процесс над Надеждой Савченко. Вопрос был один: что местные жители знают об украинской летчице? Я ж не могу сказать, виновата она или нет. А потому как преподносят нам средства массовой информации, она является виноватой. А виновата должна отвечать. Бомбила Донбасс. Вот и все. Не такое простое дело, как мы... Ну, мы простые люди. Не, ну пацанов-то жалко. Они-то молодые, они-то что? Они, вот вы, корреспонденты, вот давайте я вас убью. Они не воевали, не этот самый, а они просто освещали войну эту долбаную. Ну, не знаю, как говорят, что она хотела беженкой притвориться, пересекла границу, и ее вроде как за это здесь задержали. Вот, и поэтому будут судить здесь. А вы что думаете об этом деле? Да мне нельзя думать. Я военный человек. В Молдове уходят в отставку топ-менеджеры Нацбанка. Свои посты покидают руководитель Дориан Драгуцану и его первый заместитель. Глава Нацбанка считает, что причина отставки – давление как со стороны руководства страны, так и со стороны оппозиции. Некоторые молдавские политики считают Драгуцану ответственным за пропажу миллиарда долларов из банковской системы страны. Сам глава Нацбанка обвинение отрицает. Политики устраивают постоянные нападки на Национальный банк. Причем даже люди из партий, которые напрямую ответственны за произошедшее с банком. В том числе это политики, которые управляли Министерством финансов в те годы. Именно тогда были придуманы схемы воровства из Национального банка. Драгуцану будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока парламент страны не назначит ему замену. А эта процедура может занять до 3 месяцев. Кризис, связанный с исчезновением бюджетных денег, привел к серьезному снижению курса молдавской валюты за текущий год. Лей потерял 60% по отношению к доллару. И за последнюю неделю только опустился еще на 2,5%. Отставка топ-менеджеров Нацбанка происходит на фоне продолжающихся протестов в Кишиневе с требованиями отставки правительства и президента. Блокада татарским меджлисом Крымского полуострова вдохновила на решительные действия и украинскую общину приднестровцев. Совместно с гражданским корпусом полка «Азов» они устроили предупредительную акцию на пункте пропуска в селе Кучурганы на границе с непризнанным Приднестровьем.
Украина! Понад усе! Украина! Понад усе! На украинско-приднестровской границе митинговали в поддержку блокады Крыма. По словам участников акции, они прибыли в Кучурганы, чтобы продемонстрировать солидарность с крымско-татарским народом, представителей которого преследуют российские власти в оккупированном Крыму, а также в знак поддержки украинцев, которые проживают в Приднестровье. Это давление на приднестровские власти. Мы напоминаем ей, что люди не пассивны и готовы бороться с ней, потому что власть эта откровенно прокремлевская. Изначально украинские приднестровцы и активисты гражданского корпуса «Азов» планировали последовать примеру своих крымских побратимов и заблокировать передвижение транспорта между непризнанной республикой и Украиной. Но на деле поступили по-другому. Границу гражданский корпус перекрывать все же не стал. Активисты останавливают проезжающие машины и раздают агитационные листовки. Ограничившись предупредительной акцией, активисты заявили, что будут действовать более радикально, если власти Приднестровья продолжат вести антиукраинскую риторику. Если мы перекроем грузопоток и перекроем железную дорогу, то Приднестровья на следующий день просто не будет. Местное население восприняло идею блокады Приднестровья без воодушевления. По их мнению, приднестровским украинцам от действий гражданского корпуса будет только хуже. Ничего не пойму. Мы так любим украинцев Приднестровья, что мы готовы их задушить. Вот и все. Так мы любим, как я теща. Большегрузные фуры при виде столпотворения на границе сворачивали на прилегающую дорогу. Как объяснили пограничники, помимо Кучурган существует еще 2 пропускных пункта из Украины в ПМР. Там грузовики могут пройти таможню, не опасаясь блокады. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. На западе Украины начались международные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций «Украина-2015». На Яровийский полигон открывать учения приехали президент Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В международных учениях вовлечены более 1000 спасателей из 34 стран, среди которых США, Испания, Румыния, Польша, Иордания, Грузия, Армения, Азербайджан и Молдова. В течение 4 дней военные будут отрабатывать навыки по ликвидации аварий. В Украине произошло землетрясение, и армянская команда пришла помочь. На этих учениях мы должны улучшить наш результат, наш показатель и на теории, и на практике, улучшить знания. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая учения, также прокомментировал ситуацию на востоке Украины. То, что мы видим, что перемирие в основном соблюдается, и это радует. Но ситуация остается довольно хрупкой. Россия продолжает поддерживать сепаратистов, предоставляя им оружие, разнообразную технику, поддерживая силами. Пока НАТО тренирует военных, Россия усиливает свое военное присутствие в Сирии. Юлия, слово вам. Шахиды – это так. Россия перебрасывает значительные силы авиации в районы на Средиземноморском побережье Сирии, которые контролируются войсками Башара Асада. По словам американского официального лица, беседовавшего с корреспондентом «Голоса Америки» на условиях анонимности, сейчас на базе Бассель-Аль-Асад, недалеко от Латакии, находятся 28 российских боевых самолетов. Еще в пятницу их там было не больше 4. Источник «Голоса Америки» сообщил также, что на авиабазу доставлены 20 боевых и транспортных вертолетов и дополнительные танки. Кроме того, он подтвердил информацию о том, что российские ВВС начали использовать беспилотники для сбора разведданных. США выделят дополнительно $419 миллионов на предоставление сирийским беженцам медикаментов, питьевой воды, продовольствия и других припасов. Общая сумма, ассигнуемая США на решение гуманитарных проблем в Сирии и на оказание помощи 4 миллионам сирийских беженцев за пределами страны, составляет в настоящее время $4,5 миллиарда. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. США выделят дополнительно $419 миллионов на предоставление сирийским беженцам медикаментов, питьевой воды, продовольствия и других припасов. Общая сумма, ассигнуемая США на решение гуманитарных проблем в Сирии и на оказание помощи 4 миллионам сирийских беженцев за пределами страны, составляет в настоящее время $4,5 миллиарда. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Возможно ли сотрудничество США и России в решении гуманитарного кризиса в Сирии? На этот вопрос нашего корреспондента Ануша Витисян ответила бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, известная тем, что ввела в обиход дипломатический язык броши, пришла на слушание по вопросам беженцев с брошью в виде статуи свободы. Назвав себя беженцем, она подчеркнула, что Соединенные Штаты должны приложить больше усилий для помощи миллионам сирийцев, вынужденных покинуть свои дома. Никогда не забуду, как 11 ноября 1948 года мы с семьей приплыли на остров Элис, и я впервые увидела статую свободы. Я не могу притворяться, что могу представить все испытания, через которые проходят беженцы сегодня, но я знаю, каково это, когда ты не можешь вернуться домой. Я также знаю, что Соединенные Штаты должны предпринять важные шаги и перестать верить, что мы можем изолировать себя от подобных мировых кризисов. Соединенные Штаты объявили о готовности увеличить квоту на прием беженцев до 100 тысяч в 2017 году. Однако за все годы сирийского конфликта США приняли столько беженцев, сколько их оказывается на острове Лесбос, Греции, ежедневно, от 1500 до 2000. По словам экспертов, сирийцы не скоро вернутся домой. Им необходимы не временные приюты и еда, а долгосрочные решения, которые смогут обеспечить беженцам стабильную и защищенную жизнь в новых местах жительства, а именно возможность приобрести финансовую независимость и получить доступ к образованию. Еще в октябре 2013 года для сирийских детей, лишенных возможности учиться, была разработана программа «Без потерянного поколения». Однако попытка оказалась неудачной, без серьезной спонсорской поддержки. Мэр ливанского города Джуния Антаин Фрем рассказал, что некоторые школы города открыли для детей-беженцев дополнительную вторую смену. Однако этого недостаточно. Капля в море, учитывая миллион беженцев, которые сегодня находятся в Ливане. При этом каждый четвертый в стране сириец. Ливан экономически не готов к такому большому количеству беженцев. Во-первых, большинство сирийцев живут в недостроенных домах. В некоторых домах нет стен, в некоторых нет туалета. Во-вторых, создалась конкуренция за рабочие места. Сирийские беженцы сменили ливанцев во многих сферах. Как результат, теперь многие ливанцы, особенно талантливые и образованные, эмигрируют из страны. Тем временем 85% беженцев во всем мире нашли убежище в странах, которые сами испытывают экономические проблемы. В соседних Сирии странах беженцев 4,5 миллиона. Однако в этом тяжелейшем современном гуманитарном кризисе ни одна страна не должна оставаться в стороне, говорили вашингтонские эксперты. На вопрос настоящего времени, возможно ли сотрудничество США с Россией в решении этого гуманитарного кризиса, учитывая продолжающееся наращивание российского военного присутствия в Сирии, Мадлен Олбрайт сказала, что возможно, но лишь при одном условии. Хороший дипломат знает, что необходимо уметь отделять одну проблему от другой. Да, мы можем сотрудничать с Россией, но мы не можем забыть о российских действиях в Украине. Это будет серьезной ошибкой. Более того, страны Центральной и Восточной Европы нуждаются в нашей помощи. В сирийском конфликте сложилась ситуация, при которой необходимо выбирать из двух зол. С одной стороны ИГИЛ, с другой Асад. Непростая ситуация, но США и России стоит искать способы сотрудничества в этом вопросе. Тем временем 60 миллионов людей во всем мире оказались жертвами конфликтов и находятся в поисках убежища. И ни у Европейского Союза, ни у ООН нет достаточно средств, чтобы предоставить всем качественную и долгосрочную помощь. Ануша Витисян, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. И наши коллеги в Праге продолжат рассказывать о сирийских беженцах, прибывающих в Евросоюз. Шахида, вам слово. Спасибо, Юля. У нас история молодой семьи из Сирии, которая, отыграв свадьбу, практически сразу же бежала из Дамаска. За путешествием молодоженов следили мои коллеги. Лагерь для беженцев в городе Трайскирхен самый большой в Австрии. Волонтеры раздают мигрантам одежду, детей развлекают клоуны. Саид и Амира живут здесь с начала сентября. В палатке с 6 другими выходцами из Сирии. Через какое-то время мы получим вид на жительство. А сначала мы выучим язык, поймем, как устроена эта страна, в какие магазины ходить. Саиду 27. Они с Амирой поженились всего месяц назад. Долгий путь в Австрию стал для них медовым месяцем. Впервые мы познакомились с ними на границе Греции и Македонии, где они пытались получить разрешение на транзит через территорию страны, к границе с Сербией. Я менеджер по продажам в компьютерной компании. В Сирии мне жилось неплохо. Я учил английский язык, но закончить обучение не смог, потому что началась война. Бросив все, Саид и Амира отправились на поиски жизни без войны.
Попали в Европу на корабле, шли пешком и передвигались на попутках. В Сербии они попытались заплатить 1800 евро водителю, который отвез бы их напрямую в Германию. Но тот взял деньги и исчез. Саиду пришлось искать новый способ уехать. Здесь безопасно, но Сербия – это не то, о чем я мечтаю. Может быть, Бельгия или Германия, наполнить нашу жизнь, начать бизнес, найти работу, создать семью. Не знаю, это будущее, это судьба. Со второй попытки Саиду и Амире удалось пробраться в Австрию. Они пересекли границу Венгрии и там встретились с человеком, который пообещал их отвезти. Мы сели в машину, но тут сразу же подошли полицейские и вывели нас из машины. Наш водитель убежал. Мы тоже убежали и 2 часа прятались в туалете. Думали, что полиция нас найдет и снимет отпечатки пальцев. А еще я боялась, что нас разлучат и посадят в тюрьму. Теперь все позади. И молодоженам удалось найти жилье, хоть и временное. Будущее в незнакомой стране туманно, но они не теряют надежды. Катерина Кочкина, Рэй Ферланг. Настоящее время. Ну а в Украине жители, оказавшиеся в зоне боевых действий, перемещаются на запад страны. Сразу целый жилой квартал в селе недалеко от Львова готовятся строить выходцы с Восточной Украины и Крыма. Первые участки под строительство местный сельсовет уже выделил. В новом квартале будут жить по соседству переселенцы с Донбасса, демобилизованные военные и местные жители. Вот хочется все-таки свежим воздухом подышать. 1300 километров. Это расстояние между Романом Тарасовым и его домом. Год назад Роман оставил квартиру в Мариуполе и повез жену с сыновьями на другой конец страны. На восток уже не вернется, новый дом будет строить здесь, на окраине небольшого села Салук. Я до этого во Львове не был. Как говорится, нельзя мечтать. Жена меня все время тянула во Львов, говорила, давай во Львов. Ну вот, мечты сбылись. Во Львове устроились и работа, и быт. Но жизнь на съемных квартирах для Романа и еще 2 десятков семей из Донецка, Луганска и даже Крыма тяжела в первую очередь материально. Посчитали и решили строить свои дома, желательно рядом друг с другом. Землю искали долго. В сельсоветах вокруг Львова их слушали, сочувствовали, но свободных участков не нашли. В июле женщины с маленькими детьми приехали в Воротев. Здешний сельсовет объединяет сразу 4 села, в том числе и Салуки. На протязі, напевно, 2 месяцев. 2 месяца мы вели переговоры. Эти люди не просили много земли, они просили небольшие участки. На тот момент все жители Салук свои земельные участки уже получили, поэтому свободную землю отдали переселенцам. В только планируемом новом квартале, рядом с участниками АТО и местными крестьянами. Вот это первые несколько десятков метров будущей главной улицы нового квартала. Дорогу будущие новоселы насыпают за собственный счет. Также им придется осушить торфяник и углубить реку, любительницу разлиться на весь луг. Сельсовет деньгами не поможет, бюджета не хватит. Поэтому ищет общественное движение переселенцев Донбасса, помощи государства, банков и даже комиссара ООН по делам беженцев. И уже представляют, как тут все обустроят. Я обязательно сделаю большую беседку для всех. А в сельсовете обещают, как только увидят активное строительство, выделят переселенцам еще 7 участков. Они уже зарезервированы рядышком. Ирина Сандуляк. Настоящее время. У коллег в Вашингтоне тема из России. Юля, эфир ваш. Шахида, спасибо. Политическая сатира в России слаба из-за страха и традиции, утверждает Виктор Шендерович. Известный российский сатирик и публицист приехал с гастролями в США и за несколько дней сентября побывал с концертами во многих городах. Перед концертом в Вашингтоне с Шендеровичем встретился наш корреспондент Данила Гальперович. Он поинтересовался, почему в России нет стендап-комеди на открытых площадках, где люди могли бы сказать смешное про власть. Есть просто страх, который пронизывает с появлением Путина, вернувшийся страх. Тут это связано с традициями. Это именно что традиции. Традиции страха есть, а традиции сатиры нету. Традиции открытой сатиры. Сатира всегда была в противостоянии с цензурой, она всегда была... Это все было в подземных реках. Лучшее, что мы знали. Да, 63 года от написания до опубликования «Собачьего сердца», 66 роман «Мы». Да, ну и так далее. Все лучшее, что мы знали, это были анекдоты, частушки, это все подземные реки. Все это, конечно, есть, анекдоты есть, и все это уходит в подземные реки. Сейчас уже новые времена, фотожабы,
другие жанры, но тем не менее. Блестящая сатира есть в интернете, блестящие байки, анекдоты, фотожабы и так далее. Так сказать, демотиваторы, как это сейчас называется, да? Да, но стендап — это то, что собирает живых людей. Живые люди собираются не в интернете, и площадка эта уязвима, да? И начальство российское очень легко отбивает охоту для таких у организаторов таких стендапов. Там немедленно появляется санэпидемстанция, пожарная инспекция, налоговая инспекция и так далее, и так далее. Все это пройдено много раз. Я прошел путь от, извините, там, телезвезды и там, 20 аншлагов в театре «Сатирикон» ежемесячных, да, как автор программы «Куклы», до запрета на выступление в библиотеке города Новосибирска перед слабовидящими. Видимо, побоялись, что прозреют. Так что этот спуск осуществил. Но есть еще вопрос более широкий – традиций. У нас нет традиций эстрады, стендап. У нас нет традиции обсуждения власти. Этой традиции нету. Никогда не было. Она чуть-чуть появилась в то там, короткое десятилетие, когда мы начали озираться на Запад и смотреть, а как там. Вот этой традиции польской, французской, американской выйти и начать мордовать прилюдно, вот это Джон Стюарт, да, условно здесь американский, этого нет. Другие темы. Выявление и ликвидация террористических ячеек по всему миру – такова цель Объединенного командования специальных операций в составе Вооруженных сил США. Оно было создано в 1980 году, и профессионалы называют его сокращенно JSOC. По понятным причинам работа этого ведомства окутана завесой секретности. Об американских бойцах невидимого фронта в материале Вадима Оленичева. Идея создания специального штаба для проведения секретных операций принадлежит ветерану Вьетнамской войны полковнику Чарли Беквиту. Это он в конце 70-х убедил руководителей Пентагона в том, что Америке требуются военные части особого назначения. Так появилось спецподразделение «Дельта Форс». В этот особый дивизион армии США принимаются только самые способные и надежные молодые люди. История подразделения фактически началась с провала. В ходе операции «Орлиный коготь» в 1979 году бойцы должны были освободить американских заложников в Тегеране. Однако выполнить задачу не удалось из-за ошибок в планировании и целой серии неблагоприятных инцидентов. Стало ясно, что необходимо уделять основное внимание тактическому планированию миссии и подготовке личного состава. Так возник JSOC – Объединенное командование специальных или особых операций. На это агентство ложатся обязанности по разработке деталей операции, а также задача добиться у Конгресса выделения необходимых для этого средств. Стоимость особых операций обычно не разглашается, но в Конгрессе имеются специальные комиссии и представители, которые держат их бюджет под контролем. Хочется верить, что они не оставят без внимания те случаи, когда расходы на особые операции выходят за рамки допустимого. Так или иначе, штаб командования специальных операций обычно умеет приводить такие доводы, которые убеждают Конгресс выделить требуемые ассигнования. После трагедии 11 сентября работы у американских спецназовцев значительно прибавилось. Именно бойцы из «Дельта Форс» сумели выследить и захватить в декабре 2003 года свергнутого диктатора Ирака Саддама Хусейна, впоследствии казненного по приговору иракского суда. Существует аналог «Дельта Форс» и в военно-морских силах США. Это отряды морских котиков. Так переводится с английского аббревиатура «СИЛ», обозначающая «на море, в воздухе и на суше». Элитная 6-я команда бойцов СИЛ в 2011 году осуществила одну из самых трудновыполнимых операций нашего времени – тайный захват и ликвидацию лидера Аль-Каиды Осамы бен Ладена в Пакистане. Сегодняшний штаб командования специальных операций – это один из мозговых центров войны с терроризмом. Его засекреченный личный состав насчитывает 70 тысяч человек, его техническое оснащение самое совершенное, а несущие службу специалисты – эксперты в своей области. А вот бюджет агентства не является секретной информацией. За 15 лет он увеличился с 2 до 10 миллиардов долларов в год. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. В небольшом уральском селе детей учат писать не ручками, а перьями. Шахида, ждем подробностей. Что написано пером, то не вырубишь топором. В расписании одной из местных школ вернули предмет чистописания, а от шариковых ручек отказались. Педагоги уверяют, современные технологии в образовании детскому мозгу только мешают развиваться. Екатерина Пономарева встретилась с авторами нового старого метода и тоже взяла в руки перо. Проводим по серой линии, проводим. Так, Артем правильно выполняет. Наклон, смотрите, чтобы был правильный.
У первоклашек уральского села Марийские Корши первый урок чистописания. Пока за окном стелится утренний туман и кричат петухи, Дима, Ксюша и Артем, сопя, выводят палочки и крючки перьями и чернилами, под наклоном и в прописях. На следующей строчке заново. Смотри, у тебя вот как некрасиво. Да, также вот с этой строчки начинаем. По такой системе письмо учили еще в прошлом веке советских школьников. И вот снова здравствуйте. Возродили способ здесь в этом году по нанометоду Фролова. Вот он автор, доктор физико-математических наук. На пенсии поселился в деревне и устроился в местную школу. Сначала вел физику в среднем звене, а потом разработал и свой учебный курс. Ностальгия по советскому детству вдохновила. Уверяет, хороший почерк – основа продуктивного мышления. Не научился человек связно писать, связно думать уже не суждено, а гаджеты образованию только вредят. Когда ребенок пишет перьевой ручкой, он вынужден следить за последовательностью написания букв, за четкостью этого написания. И ему легче осознать смысловое наполнение того слова, которые он пишет. Перья недорого закупили в чертежном магазине в городе. И на удивление, следом за первоклашками, за них взялась вся школа. Развлечений местной детворы не так много. Вот и пишут пером, развивая воображение. Это Саша, ему 13. У Саши нет ни айфона, ни компьютера, зато есть любимая рукописная буква. Какая любимая буква, которую ты любишь выводить чернилами? Д. Какая? Букву Д любишь выводить? Почему букву Д? Она мне нравится. Чем? Как стрела. К чему приведет школьный эксперимент, можно будет оценить, когда нынешние первоклашки отправятся сдавать выпускные экзамены через 11 лет. Пока перьевым ноу-хау сельской школы заинтересовались только журналисты. Городские педагоги учатся пользоваться интерактивными досками и сенсорными экранами. Екатерина Подмарева для настоящего времени. Эфир продолжит коллеги из Вашингтона. Спасибо, Шахида. Американские фанаты космоса и по совместительству кинематографисты реализовали уникальный проект. В пустыне в штате Невада они построили модель Солнечной системы. А уникальность в ее размере – почти 12 километров в диаметре. Подробности у Александра Зимухи. Алекс Горош и Уайли Оверстрит решили построить модель Солнечной системы в таком масштабе, чтобы зрители смогли в полной мере осознать реальные размеры Солнца, Земли и других планет в масштабах космоса. Для обозначения небесных тел использовались надувной гелиевый шар для нашего светила, а роль остальных планет играли вот такие стеклянные шарики со светодиодами. С помощью измерительных устройств авторы проекта в точности воспроизвели расстояние между небесными телами, очертили с помощью автомобилей орбиты каждой из планет. Например, для Нептуна радиус орбиты оказался равен в этом масштабе 5 километрам 600 метрам. Все это снимали с помощью многочисленных камер. Особенно эффектно выглядят кадры имитации движения планет, снятые на длинной выдержке и наложенные на схемы получившейся системы. Видеоролик уже сейчас набирает миллионы просмотров и восторженных отзывов. На ярмарке в Седарбурге, штат Висконсин, выставили тыкву-рекордсменку весом в 1 тонну. Эта гигантская тыква порадовала посетителей фестиваля, посвященного сбору урожая в Седарбурге, штат Висконсин. Тыква весом около тонны официально признана самой большой тыквой в истории Северной Америки. Что интересно, тыкву вырастил не фермер, а заводской трутяга по имени Джин Макмаллан, который второй год подряд бьет собственные рекорды. Его прошлогодняя тыква весила 725 килограммов. Счастливый рекордсмен говорит, что ему просто очень повезло. Мне повезло. Это просто везение. Случай, который ждал своего шанса. И это случилось. Я не сделал ничего особенного по сравнению с другими. Это было очень весело. Думаю, что это то, о чем я всегда мечтал. И разгрузочный день для водителей, Всемирный день без автомобиля, отмечается сегодня во многих странах мира. В этот день можно и нужно отказаться от личного авто и доехать до работы или учебы на общественном транспорте, велосипеде или, если позволяет расстояние, дойти пешком. Многие мегаполисы проводят специальные акции для велосипедистов. Первая такая велодемонстрация была организована в 1992 году в Сан-Франциско. Команда настоящего времени в Вашингтоне решила присоединиться к борьбе за чистоту окружающей среды и добиралась сегодня до работы на метро. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Шахида, всего доброго. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.